прошлом месяце 96-летний уйгурский священнослужитель Абидин Дамалам умер в тюрьме Восточного Туркестана. Тело Дамалама не выдали его семье и не разрешили провести похороны. Полиция задержала семью на 15 дней. Событие происходит в то время, когда министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности выступил за отрицание геноцида уйгуров и пожаловался на слишком много лжи, распространяемой по уйгурскому вопросу. Причиной ограничения похорон стало то, что 4 года назад внучка Дамалама Мария Мухаммад, живущая в Бостоне, объявила всему миру, что Дамалам находится в тюрьме, о чем долгое время широко писали СМИ. Если бы о смерти стало известно, споры могли бы разгореться вновь, а компания Ван И была бы сорвана. Китай отреагировал на принятие Палаты представителей Конгресса США законопроекта, открывающего путь к запрету TikTok, социальной сети, принадлежащей китайской компании ByteDance, на территории страны. Официальный представитель МИД КНР Ван Винбин на ежедневной пресс-конференции в Пекине заявил, что законопроект противоречит принципам честной конкуренции и правилам международной торговли. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект под названием «Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», подавляющим большинством голосов 13 марта, и направила его на утверждение в Сенат США. В условиях, когда китайское правительство использует преимущество проекта «Один пояс, один путь» для завоевания значительной доли рынка Центральной Азии, правительство США провело первый раунд конференции «Форум B5+1» с правительствами и частными организациями 5 стран Центральной Азии в Алмате, Казахстан, с 13 по 15 марта. Как сообщается на сайте Госдепартамента США, в организованном экономическом форуме приняли участие представители правительств и бизнеса 5 стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Через 2 года после вступления в должность президента Дональд Трамп уполномочил ЦРУ начать сверхсекретную кампанию в китайских социальных сетях, направленную на то, чтобы настроить китайскую общественность против правительства, утверждают 3 бывших американских чиновника, с которыми связалось агентство Reuters. По словам источников, ЦРУ создала небольшую команду агентов, которые использовали поддельные интернет-имена для распространения негативной риторики о правительстве Си Цзиньпина и сливали разведданные зарубежным новостным организациям. Об этой деятельности, начавшейся в 2019 году, ранее не сообщалось. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что научно-исследовательский институт начал работу над написанием новой 7-томной академической истории Казахстана. В работе будут заняты более 250 ученых, в том числе 60 иностранных специалистов. Израильская армия продолжила свои атаки в секторе Газа прошлой ночью. Палестинское информационное агентство ВАФА сообщило, что по меньшей мере 80 палестинцев были убиты в результате атак, направленных на дома и здания.